На территории школы номер 44, которая носит имя Алиме Абдинановой, установили памятник легендарной разведчице. Для школы, конечно, это знаковое событие, потому что герои живы тогда, когда о них помнят. И дети, конечно же, должны наших героев знать и благодаря этому любить нашу Родину. Алиме Абдинанова родилась в 1924 году под Керчью. С началом войны юная Алиме несколько раз просилась на фронт, но получала отказ. С ноября 1941-го работала в госпитале в Краснодарском крае, а в 1943-м прошла парашютно-десантную подготовку и стала разведчицей. В октябре Абдинанову перебросили в Крым. В родном селе Джермай-Кашех она организовала подпольную группу из числа крымских татар. За 4 месяца они отправили более 80 радиограмм с важными сведениями, благодаря которым советской армии удавалось наносить по врагу точные удары. Но в феврале группу раскрыли, ее участников расстреляли. Сама Алиме подверглась нечеловеческим пыткам в гестапо. Не добившись от разведчицы никаких сведений, 5 апреля 1944-го, буквально за несколько дней до освобождения Крыма, ее расстреляли. Это наша гордость и наша боль. Гордость, что она в свои 19 лет совершила такой подвиг. А боль, то, что ее не стало, в 19, ее расстреляли, и она даже не вышла замуж, и у нее не было ни семьи, ни внука, вы понимаете, это наша боль. И эта боль наша была с самого детства, потому что наша мама всегда нам рассказывала о ее подвиге, о ее жизни, какая она была отчаянная девочка. Она ведь закончила школу с отличием и хотела быть учительницей, но война распорядилась иначе. Мы гордимся, что наших героев не забыли, что о них помнят и стараются сделать все, и чтобы наши дети всегда видели, даже пробегая, останавливались возле этого памятника и задумывались, какой героический подвиг совершила эта 19-летняя девушка, отдавая свою жизнь. Она отдала свою жизнь за светлое будущее нас, за наших детей, наших внуков. Когда вот назвали школу в честь нее, мы, знаете, как будто возвысились, такая гордость. Мы знали, что эта звезда нашла героя через 70 лет. А ее историю всю жизнь мы слышали, потому что мама с детства нам рассказывала о ее подвиге и как она замучена была немцами, зверски убита. Сейчас мы рады, что наши дети, внуки учатся в этой школе. И хотим, что вот в этом году 1500 учеников. У всех в груди, чтобы вот была память о нашей Тизешке, какая она отважная была. И чтобы совершали подвиги. Если она сложила свою жизнь за победу, но хочу, чтобы наши ученики все выучились, получили образование хорошее и были тоже героями нашего времени. Это уже 3-й памятник Алиме Абдинановой в Крыму. О ней написаны книги и сняты фильмы. Именем крымско-татарской разведчицы назван парк в поселке Ленина и улицы в Ахмесджите, Керчи и Кефе.